Я просто дышу в темп гостей, которые у нас сегодня Все дело в том, в что студии. Саша хотела сказать вот на Но не этом самом языке, смогла. что сегодня 2 июля, Международный день. Международный день собак, и тут собрались настоящие собачники. Гав. Как ты нас назвала-то единым словом? Да. Представляй гостей. Да, представляю гостей, но уже некоторые из них не могут и не представлять, но я представлю. Итак, у нас сегодня Гульнара Цапалова, доброе утро. Виктор со своим товарищем по имени Макс. Макс у нас сегодня в гостях. Все видят Макса, надеюсь, уже, да? Макс всех видит со мной. Макс всех, он оглядывается. Сколько Максимке лет? 3 года. 3 года, Макс. Он еще совсем молодой. Молодой совсем. Конечно, да. Что это за порода, Гульнар? Рассказывайте. Что за Это порода маламут. Ну, как Баламут. видите, ну, все сразу так говорят, баламут. Нет, это порода маламут, очень крупная собака. Ну, они считаются ездовыми собаками. То есть Ну, можно... и в северных широтах, да, их используют. Ну, здесь, конечно, как домашних питомцев. Ну, вы сами видите, какой он крупный, да, лапы, посмотрите, какие просто огромные. Обалдеть. Очень Но он похож красиво. вот на самом деле на лайку, да? Ну, как-то вот чем-то Ну, похож. да, и из одного семейства. Так, ну что, Виктор, Хаски, лайка, да, да. рассказывайте про особенности содержания маламута дома, потому что или где он живет, или у него свой Он дом. живет в вольере у нас. Так. Ну вот, то есть недавно нам отдали, где-то с месяц назад. И живет он в вольерном хозяйстве гор Зеленхоз. Он у нас в лесовой, в Да, парке живет? да. А кто его отдал? Ну, отдали люди с Нагаева. То есть проблемы с соседями начались из-за него. С соседями? Да. Это как? То, что То есть шумный. сейчас приняли новые законы, да, то, что... Вот, и он, как бы он спокойный, все, если сажаешь на цепь, это все. Ему То есть он нужна по свобода. территории бегает, да. А если... Свободолюбивые собаки, они свободу любят, Собаки да. все свободолюбивые. Я просто мне к чему кажется. эти вопросы задаю, Да. потому что, есть категория людей, которые хотят завести определенную породу. Ну, Так. вот Да. видите, даже в частном Даже доме в частном доме. соседи жалуются. А представьте, если такую собаку завести в квартире, надо, конечно, очень-очень подумать, прежде чем заводить собаку, да, как отнесутся соседи, как она себя будет вести в ваше отсутствие. Вообще собака считается самым социальным животным. Она без человека, она просто не может. Для нее человек — это ее вселенная, вот так скажем. Если завели собаку, конечно, всем бы хотелось сказать, что вот вы завели собаку, и вы несете ответственность настолько огромную, да, перед ней. Она вас и любит, и доверяет, и это вот самый преданное, наверное, существо на земле, которое есть для человека, вот это собака. Ну, Гульнара, очень важно сейчас моменты затрагивать, да, о которых сегодня давай хочется. расскажи. Поговорить именно и о собаке, почему, кому стоит вообще, да, заводить, как это важно и ответственно. Просто, я узнаю, у Руслана есть собака. У меня у моей семьи. У меня все Руслану есть. вообще большое уважение с моей стороны. У меня Он, все есть. да, к животным относится с большой любовью, всех любит. Вот Руслан — это пример лучшего хозяина, какой только может быть. Смотрите, Я давайте смущен. к Максу вернемся, да, он живет сейчас в парке лесоводов. Как с прогулками у него там дела? То есть ему в вольере позволяется Ну, гулять, в да? вольере он гуляет, да, но он любит как бы смыться из-за вольерка, любит увидеть других собак. Так. То есть как бы люди изначально боятся его, но потом понимают, как это. Его То, что отпускают. огромная тушка бежит, Да, страшно. вроде съест любого, да? а на самом деле он подойдет, залижет. Ну, вот у меня лично никогда не было больших собак вообще. Ну, у меня вот таксы, да, маленькие, небольшие, которые громко лают, как говорится, но вот визуально маленькая к тебе что-то бежит и бежит, лая. А все-таки тут большая медвежонок собака, такой. это, как вот? Вот это же прям большая собака. Она реально на задние лапы встанет, тебя завалит. Да. Вот можно встать, вот может он подняться, чтобы просто Но он показать? боится плитку навряд ли. Не сейчас. встанет, Да. Он, Он как его нам объяснили, Отражение свое Я видит. смотрю визуально, мне кажется, он с тебя ростом, если встанет на задние лапы. вполне Это да, возможно. это вполне да, Мы, возможно. мы не можем поставить его на задние лапы, У но меня можем, метр Саш, 90 рост, спокойно он мне ставит. Вот, видите? тебя Что я прослушала? самое важное Нет, прослушал. впереди не надо. Но раз мы начали затрагивать темы, да, такие, Гульнара, как у нас вообще с выгулом собак обстоят дела, в городе? В городе? Да, у нас потому что есть небольшой комментарий, я даже скажу от кого, от инструктора кинологической федерации, да, Республики Башкортостан. Мы скоро его посмотрим. Вот ваше мнение вообще? Ну, собак выгуливают, конечно, в парках, там, во дворах, да, ну,
рекомендуется с намордником, если крупная собака. Ну, естественно, не выгуливать на детских площадках, да, все-таки дети маленькие, не знаю, как себя собака поведет, да, неизвестно, какой, ну, характер у нее какой. А дети же любят животных, они их не боятся, у них страха нет вообще. Они не то, что И- не боятся, многие дети дразнят собак. Да, Дразнят, да, прям да, согласна. Я преднамеренно. такого не видела, кстати. Я никогда. тебе прям вот конкретно говорю. Дразнят, Бывает, когда я дразнят, да. со своей собачкой гуляю, прям пробегают мимо и прям а-ля-ля-ля, и начинают вот агрессивно себя вести. Да, но я Вообще предлагаю сейчас посмотреть все-таки комментарий, да, который дают тоже специалисты по этому поводу. И у нас в эфире сейчас появится Елена Ибрагимова, и мы вместе посмотрим, какой же комментарий она дает по поводу выгула собак. Давайте посмотрим. Хотелось бы сказать, чтобы администрация города при застройках имелась в виду, что все-таки люди с собаками есть и будут всегда, и поэтому, чтобы для них тоже какие-то пятачки выделялись. Хорошо бы, если они были огорожены, какие-то снаряды элементарные, там лестница, бум, барьер, это никогда не будет лишнее. То есть тогда людям будет есть где погулять спокойно, не нервируя окружающих. Потому что реакция на собак у разных людей разная. Да. Я ушла от Руслана. Мы за кадром вот обсуждали как раз-таки, как проходит жизнь у Макса. Он и купается, и в водорослях ковыряется. И в так далее. болоте. Мне вот что интересно, сколько кушает в день Маламут, подобная порода? Ну, килограмма 4, наверное, то, что мы даем, и сколько еще люди угощают, это как минимум, то есть... 4 килограмма Да. в день. Да. Мы не говорим специально, чего 4 килограмма в день. Это Ну, тайна по информация. размеру понятно. Ест много, двигается много, да, энергии требуется много, поэтому много ест. Скажи, Вот тоже хотел спросить этот вопрос, и вот режиссер мне подсказывает. Действительно очень массивный мех, видно, что для шкура, видно, что для северных каких-то регионов. Вот ему у нас как, не жарко ли случайно? Ну, судя по слюне, по всему, тоже как он дышит, видно, что ему жарко очень сильно. Нет, ну, слюна, Но, в это принципе, же вот и нервные я тоже с него такое. собрал уже, наверное, мешок, почти картофельный, пошерстка. Обалдеть. А его, кстати, что нужно? Его щипать? Его ну, постоянно чесать надо, да, постоянно. чесать его. Мгм. За один раз не поможет это вот, то есть уже где-то раз Чешешь и 8-9 его чешешь. чесал, да, по часу, по полтора в день. И у меня уже, наверное, мешок, собака скоро будут улыбака. носки из Макса. А можно, да, и вот из да, Конечно. шерсть. Собачья шерсть. И вообще очень полезный. Сашка бизнес будет, походу, дела мутить. Я просто хотела... Маламут и собачьи носки пошли Вот в дело. да, он сейчас сидит, улыбается. Как насчет характера? Вот мы не поговорили еще про характер. Все-таки какой он маламут? Нежный, ласковый вот этот, то есть он с людьми очень общительный. Социальная С собака. другими собаками тоже. Если на него, то есть никто не огрызается, тоже он первый никогда не будет огрызаться. Вообще Да, он очень маламут социальный. не считается агрессивной собакой. Не Они сторожевой никакой. да. генетически они выведены были не для защиты, не для агрессии, да, как вот не для охраны, а именно для, ну как ездовая собака. Дружбан. Да, да, А что да. по поводу ума? Насколько ну, воспитуемо, насколько вообще... Воспитуемо, конечно. Ну, конечно, когда без человека, она, видите, вот как себя показал. Вот. Вообще каждое животное имеет свой характер, как и человек. Вот есть характер, да, бывает вредная, там, вечно недовольная, как старая бабка, ворчит, а бывает такая вот залижет, не до знаю смерти, как, как да, говорится. да, да. У нас сейчас есть небольшой видеокусочек, где маламут не хочет спускаться на лед. Давайте мы будем вместе его смотреть и комментировать. Я видел Это его. очень Вот похоже то на же то, самое, что да, сейчас да. Макс не хочет делать. Давайте сейчас будем Давайте смотреть. посмотрим. Ага, что? Вот, мы видим, как, смотрите, маламуты пытаются позвать Да, известный ролик. на лед, а он боится. Вот это как сказал Виктор про Макса, да, то, что он видит, видимо, свое отражение. Нет, ему Или кажется, что там вода. или ему кажется, что там вода, и в итоге, до конца мы сейчас не досмотрим, ему постелят в итоге там, Да, коврик Одеялко, какой-то, да, да. или одеялко. да. И после этого он спустится. Не хочет. Макс, Ой, смотри. молодец, умничка. Вот копия прям, да? Одно лицо. Значит, у них есть вот что-то похожее между друг другом. Так, Кстати, вот такая новость. Я узнал, не знал до этого, знаешь ли ты, мне интересно или нет. Оказывается, все животные умеют плавать. Ты знаешь об этом? все прям Абсолютно животные? все, вообще все. Это инстинкт. Все.
человек тоже в критической ситуации, Все- я думаю, даже не умеющий плавать, начнет барахтаться Ну, это и не точно, как-то не поплывет. точно, но все же бывает. Я к тому, что есть действительно порода собак, которые умеют плавать, но очень боятся воды. Чрезвычайно боятся воды. То есть Ну, а ни есть- в коем случае его не вот прям к воде тянешь за ошейник и... Ну, есть в таком такие, случае. которые, наоборот, видят есть те- воду, да, сразу. и все, они в пространстве теряются, у них только вода. Вот здесь как раз-таки, видимо, собачка очень сильно Любят, боится любят воды. плавать. А здесь, может быть, любит. Да. Знаете, хотелось бы сказать, что вот 2 июля, ну, Международный День день собак, собак, он да. неофициальный, да? Только в ООН подали заявку, чтобы этот день сделать официальным, да, чтобы во всем мире отмечали этот день. Ну и хотелось бы вот сказать спасибо нашим собакам-помощникам. Вообще вот это же главный помощник, да. Вот вспомним, давайте профессии собак. Вот у меня такое вам предложение. Каких собак? Вот профессии. Собаки. Поводырь, в первую очередь. Отлично, да. Спасатель. Молодец. Полиционер. Полиционер. Ну, правильно, да? Тебя сейчас услышат из закона Ну, полиционеров примут. у вас, Руслан, ну, Полицейский. Охотник. правильно, Конечно же, собака, охотник, да. Сторожевая. Не, на самом деле, Ездовая собака, очень да. много, и мы- Представьте, это вот малое количество профессий собак, Да, которые вот мы только вспомнили, да? Ну и даже если это 2 июля, это неофициальный день, мы все равно поздравляем сегодня всех, у кого есть собаки. И самое главное, действительно, как слова подтверждения Гульнары, берегите тех, кого вы приручили, да, будьте ответственны за них и любите своих домашних животных.